3000 лет тому назад на горе Синай пророк Моисей получил от Бога закон, по которому надлежало жить народом, Богом усыновленным. Закон этот был начертан огненным перстом Божиим на каменных плитах скрижалях. Он должен был стать путеводителем народа Божия к земле обетованной. Это произошло на 50-й день после исхода евреев из Египта, их избавления от рабства и погибели. День дарования закона праздновался как праздник Кущи. Кущи или шатры, палатки, в которых странствующий народ расположился у горы Синай, в то время как их вождь и пророк Моисей на вершине этой горы Синай получил от Бога скрижали завета. И вот в память о 40-летнем странствии люди покидали свои дома и поселялись в шатрах. Кроме того, в знак благодарности за великие благодеяния Господа израильтяне украшали свои жилища и Иерусалимский храм ветвями растений и букетами цветов. В этот день православные храмы, как у нас в Казахстане и других странах мира, украшаются, как некогда украшался Иерусалимский храм, по той же причине. Мы благодарим Бога Спасителя за то, что мы новый Израиль, православная церковь. Люди, соединившиеся с Богом в таинствах, обрели смысл нашего существования, получили возможность вечной жизни, возможность спасения. Сегодня день усыновления всех нас Богом. Сегодня день рождения нового народа, Церкви Христовой. Бог не отменил закона после воплощения Сына Божия. Господь Иисус Христос восполнил закон. Он так и сказал своим ученикам: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Слово это «исполнить» имеет еще одно значение, которое мы в современной культуре как-то забыли. Исполнить значит сделать полным, совершенным, восполнить. И вот по удивительному замыслу Божию, после Вознесения Господня в день Пятидесятницы произошло это окончательное исполнение закона. Дух Святой сошел на апостолов и силою своей благодати превратил слабых, маловерных, трусливых и неискушенных в божественной премудрости людей в то, что позже апостол Павел назовет столпом и утверждением истины. В Церковь Христову некогда дрожащие и косноязычные стали бесстрашными и пламенными проповедниками. Некогда скрывавшиеся за стенами своих домов страха ради иудейска вышли на площади городов, предстали перед жестокими языческими правителями, ничего не боясь и ни в чем не сомневаясь, с проповедью радостной вести о вечной жизни. Ибо Евангелие по-гречески это и есть радостная весть. Весть о примирении человека с Богом, весть о спасении от вечной смерти. Так действовала и действует благодать Духа Святого, и же от Отца исходящего, в теле Христовом, Его Церкви. Любовь, восполняющая закон, не может совершаться человеческими усилиями. Ей мало формального запрета «не убий». Она говорит: «возлюби врага». Любви мало юридической нормы «не укради». Она требует «отдай последнее ближнему». Любовь призывает нас совершить немыслимое. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Разве сам человек своими силами способен совершить подобное? Но божественная благодать всегда неизменно действует в Церкви с того самого дня Пятидесятницы вплоть до сего времени. Дух Святой саму Церковь Христову, создавший, хранит ее до ныне так, что не могут ее одолеть врата ада. И если уж евреи так благодарили Бога за Его благодеяние, если они так украшали дома свои и храм цветами за землю, то что же мы, христиане, должны воздать Ему сегодня за небо, отверстое нам,
какие букеты принесем мы нашему Богу. Наш дар, он весь в горсти, как у той бедной вдовы, что положила 2 лепты в сокровищницу храма. Поступим же и мы так, как она. Все, что у нас есть, все наши слезы и радости, все наше еще не реализованное покаяние, всю нашу надежду и веру отдадим Ему, потому что это не наше, это Духа Божия. Дорогие братья и сестры, я сердечно вас поздравляю с праздником Пятидесятницы, с Днем Святой Троицы, с днем рождения Церкви. В нашем храме в этот день будет совершаться одна божественная литургия в 9 часов утра. По окончании литургии будет совершаться вечерняя с особыми коленопреклоненными молитвами и спрашивая благодати Духа Святаго на нашу жизнь. Пусть хотя бы на этот краткий промежуток времени года до новой встречи Пасхи Христовой и новой встречи в будущем году, Дня рождения Церкви.